прозвенел звонок веселый. Вы начать урок готовы? Решение задач и примеров – так звучит тема сегодняшнего урока. Здесь важно не просто провести занятия, а именно заинтересовать ученика. Лес рук, а это значит, что цель достигнута. Зацепить внимание удалось. Занятием ребята довольны. Сама Зухра Эльджиркиева рада, что так легко удалось добиться полного взаимопонимания с ребятами. А если мы один десяток прибавим еще к одному десятку, 10 плюс 10 равняется 20. Правильно. Всего в региональном этапе всероссийского конкурса принимают участие 4 педагога из Ингушетии. В рамках первого тура учителя по очереди проводят открытые уроки. Что такое глагол? Так называется следующий урок, который проводит второй номинант Хади Шанхоева. Ее главный принцип – любить и уважать детей как себе равных. Этим правилом руководствуется и Амалия Ахриева. Она в очереди следующая будет вести обществознание. Мною была разработана своя методика, которая идет касаемо как в процессе урока, так и по завершению нее. Например, при рефлексии мы использовали чековые ленты. У нас урок связан напрямую с экономикой, и это было как ни кстати актуально. Оценивают мастерство преподавания конкурсантов по 10-бальной шкале. Коммуникативность, творческий подход, информационная и языковая грамотность. Это лишь несколько критериев. В состав жюри входят опытные педагоги с многолетним стажем. С каждым годом все более подготовленные учителя к нам приходят на конкурс. И отрадно, что более молодые учителя участвуют в данном конкурсе. Конкурсу «Учитель года» уже более 30 лет. За это время он стал самым значимым и масштабным состязанием среди учителей, которые находятся в фокусе особого внимания руководства страны. Всероссийский конкурс проводится для выявления, поддержки и повышения престижа труда учителей. Учитель – это в первую очередь не только профессионал-педагог, это оратор, это публицист, это психолог. То есть очень много составляющих, и вот участие в таких конкурсах как раз дает вот такой хороший, колоссальный опыт. В прошлом году после успешного прохождения 3 туров Руслан Гатиев завоевал титул Учителя года в номинации «Педагогическая надежда», представив проект «Виртуальные астрономические наблюдения на уроках физики». Нынешним участникам конкурса я посоветую всегда быть дружными. Во-первых, это не марафон, это не гонка, чтобы они помогали друг другу, советовались и действовали сообща. Потому что их командная работа, она все равно не повлияет, она повлияет точнее на их урок, но не повлияет на баллы жюри. Следующий этап – разговор со школьниками. Участник, набравший наибольшее количество баллов на 3 очных турах, будет объявлен победителем конкурса. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.